Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Уважаемые телезрители, сегодняшняя наша программа посвящена как священному и национальному празднику Наврузу, так и Всемирному женскому дню 8 марта. На этот раз съемочная группа программы «Мост дружбы» посетила поселок Первомайск Сокулукского района под Бишкеком. Как известно, этот населенный пункт является интернациональным. Здесь живут представители разных национальностей. Сюда, как и во многие другие республики, в 30-х годах прошлого столетия были репрессированы и азербайджанцы. Сегодня в поселке проживает 28 азербайджанских семей. Они уже считают себя представителями кыргызской общины и играют активную роль в социально-экономической, культурной и политической жизни страны. Мы посетили праздничный вечер, организованный Аллой Гурбановой, активисткой женского и молодежного крыла общественного объединения азербайджанцев Кыргызстана «Азери». Она является учителем русского языка и литературы в Первомайской средней школе. Добрый вечер, добрый день всем. Я Курбанова Алла Мамедовна. Родилась в городе Бишкеке. Кем работаете? Я работаю учителем. Это была моя мечта школьной скамьи, быть учителем. Вот уже более 40 лет я работаю учителем русского языка и литературы. Вот. Являюсь членом правления азербайджанской диаспоры в Кыргызстане. Являюсь депутатом Аильного Кенеша, в этом году выбрали. Веду большую общественную работу. Ну, наверное, моя профессия такая, что как еще со школьных лет пионерия, комсомоле. И вот такая вот гражданская активная позиция с каждым годом усиливается, не уменьшается. Желание делиться опытом, желание помогать людям, желание нести что-то позитивное в наш такой мир. Вот сегодня мы собрались где и ради чего? Скажите, пожалуйста. Сегодня вы являетесь гостями села Первомайского Сокулукского района. Село Первомайское Сокулукского района – это кыргызская опытная селекционная станция, которая была создана еще в 40-е годы, в конце 30-х годов. В Сокулукском, вот этом селе Первомайском живут на сегодняшний день мы азербайджанцы. Откуда вы из родом? Мы азербайджанцы, мы все здесь проживающие азербайджанцы являемся потомками дети репрессированных. Наши бабушки, дедушки, моя свекровь, свекор, все были репрессированы в 30-е годы с Азербайджана вот сюда. Сначала в Казахстан, а затем сюда, в Кыргызстан. Когда их переселили в это село, здесь была только одна улица. Здесь тогда жили русские и немцы. А еще, кроме азербайджанцев, наверное, здесь проживают и другие представители нации. Какие? Здесь у нас в селе проживают люди разных национальностей. У нас есть карачаевцы, у нас есть кыргызы, есть еще остались русские, у нас есть курды, турки. И все мы, вообще наше село, всегда мы между собой все дружим, мы всегда толерантны друг с другом, мы не делимся никогда. У нас на свадьбах всегда за одним столом сидят представители разных национальностей, и в плохие дни тоже мы всегда друг друга поддерживаем. У нас очень хорошее село, между прочим, и мы всегда здесь чувствуем себя каждый в какой-то большой дружной семье. Мы все кыргызстанцы, живем под одной крышей. Что для вас значит Кыргызстан? Кыргызстан для меня значит, это моя родина. Кыргызстан – это мое детство. Кыргызстан – это моя юность. Кыргызстан – это все, что связано в жизни. Это, одним словом, это родина. И мы себя не представляем вне этой родины. Мы любим свою родину.
Мы и Азербайджан любим, историческую родину, потому что это наши кровные такие наши узы. Мы любим свою музыку, мы любим свою кухню, мы любим свои песни. Но также параллельно с этим мы нисколько не разделяем, мы любим и все кыргызское. Например, мой сын живет за границей, когда он приезжает, он всегда последние новинки кыргызских песен увозит отсюда диски. Или особенно очень любят песни, вот, народные кыргызские песни. Потому что мы тюрки, мы одна кровь, мы одна ветвь, у нас один отец. Вы в Азербайджане были? Да. Когда вы были в Азербайджане? Мы в Азербайджан ездили в 91 году, мы пожили там 6 лет мы прожили там. В Азербайджане живет старшая сестра моего мужа. Мы поехали туда, в Азербайджан, но мы вернулись, потому что мой муж не смог там жить. Он сказал: моя родина Кыргызстан, я хочу домой, здесь все мое. И мы, еще у нас здесь оставались родители мои, его мама, и мы вернулись сюда. Я, например, вспоминала только наше село и вид из окна: березы вдалеке, пшеничное поле, мой родной То Кыргызстан. есть вы здесь родились, конечно. Да, я здесь родилась, и муж здесь родился. Мы здесь родились. Когда вы слышите слово «Азербайджан», что вам представляется? Когда я слышу слово «Азербайджан», мне представляется дорогое сердцу, которое в нас оно живет. Это наши песни, красивые, нежные наши песни, это мугамы. Вносим свой посильный вклад в развитие Кыргызстана, любим свою родину Кыргызстан, делаем все, чтобы наша родина процветала. Трудимся каждый. У нас среди нас, азербайджанцев, много людей с высшим образованием. У нас есть врачи, учителя, медсестры, портные. У нас сельское хозяйство, животноводство. В любой сфере, которую мы не возьмем, в каждом из них есть наши представители нашей национальности, которые любят трудиться, мы, азербайджанцы, миролюбивый народ. И эти традиции идут еще от наших тех родителей, которые, несмотря на все трудности, какими они столкнулись, когда их сюда репрессировали, они оставались людьми добрыми, открытыми, гостеприимными, благодарными. И нас так воспитали. Именно нас воспитали в этом вот таком же духе любить эту жизнь, любить всех, кто вокруг нас. Вот сегодня мы собрались, одни женщины, да, можно сказать. Вы как женская организация, что вы успели уже делать? В диаспоре, в нашей азербайджанской диаспоре, я отвечаю за работу с молодежью, как бы я взяла вот эту работу, и что-то вот мы, как женская организация, пытаемся, наша цель объединять нас, чтобы мы обменивались информациями, семьями. Мы иногда ищем невест, ищем женихов. Тоже вот у нас такая есть. Удается? Удается, и это нам удается, потому что мы живем сейчас в такое время, все как-то по домам запрятались. Вот мы проводим разные мероприятия. Еще мы проводим мероприятия с целью, чтобы наши дети не забыли те традиции, обычаи, которые у нас есть. Мы хорошо помним традиции. Мы не жили в Азербайджане, допустим, да. Мы родились здесь в третьем уже поколении, в четвертом поколении есть здесь дети, рожденные здесь, далеко от исторической родины. Но тем не менее наши мамы, бабушки, вот нас, женщин, научили всем тем традициям азербайджанского народа. Нас воспитывали, чтобы мы были хорошие, гостеприимные, умелые хозяюшки. Когда они что-то пекли, готовили, они нам звали нас и учили, смотрите. Меня, например, учил больше, я сказала бы, папа. У меня папа любил готовить и всегда говорил: подходи и смотри, делаешь для меня, учишься для себя. Также говорили наши вот мамы и бабушки. И мы стараемся нашему молодому поколению передать эти традиции, обычаи, которые есть у нашего народа. Азербайджанский народ богат традициями, обычаями, богат кухней.
И мы собираемся, делимся. Если мы сейчас будем говорить о женщинах и о национальной кухне, у нас каждая из нас умеет делать все, что вы видите на этом столе. Каждая у нас умеет готовить наш замечательный азербайджанский плов. Это у нас кета, это наши печеные. И вот все женщины, которые здесь присутствуют, все это умеем делать. И мы очень любим это делать сообща и дружно. Бывают в жизни плохие моменты, когда мы собираемся, и бывают, слава богу, хорошие моменты. Наше село, женщины нашего села очень дружные. Мы всегда друг другу помогаем, мы всегда все решаем вместе. И сегодня мы вот быстренько собрались, и каждая из нас что-то приготовила. И мы с удовольствием сегодня вот угощаем вас и знакомим вас с нашей азербайджанской кухней. Каждая из нас, у каждой семьи есть свои трудности, но мы всегда позитивны, мы всегда жизнелюбивы, мы стараемся друг друга поддерживать, и мы всегда знаем, что вместе мы сила. Сегодня в Дастархане что будет? У нас сегодня в Дастархане будет кета, будет, это наше тоже национальное блюдо. Будет сегодня, плов. Из горячего будет плов, конечно, будет. Обязательно будет долма. Ну и всякие сладости, фрукты, Пахлава, сладости. гаттама, пахлава, kökeler. Шоргогал. Шоргогал. Ну я толком название не знаю. Я не с Азербайджана. Я не с Азербайджана. Наследники нынешнего поколения наших соотечественников, репрессированных в Кыргызстан из разных районов Азербайджана, в степи Средней Азии, включая Казахстан, в 30-х годах прошлого века, продолжают опираться на прошлое, чтобы сохранить национальные традиции, обычаи и передать их будущим поколениям. На празднование огненного вторника от Чешембеси собрались женщины азербайджанских семей, проживающих в поселке 1 мая. Они накрыли богатый стол в преддверии празднования Навруза, на котором присутствовали практически все блюда национальной кухни. Читали стихи, играли, танцевали, ходили вокруг костра и высказывали свои пожелания. Скоро наступит один из самых древних, любимых и веселых праздников – Навруз-Байрамы, вобравший в себя традиционные ценности наших народов. Фактически подготовка к празднику Навруз начинается за месяц до самой праздничной даты, ведь пробуждение природы начинается именно с Навруза, и народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Наврузу предшествуют 4 вторника, на азербайджанском Чешенбе-Ахшамы. Сейчас эти дни принято называть Чешенбе, каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечают Су, От, Ель и Торпак Чешенбе. Соответственно, вторник воды, огня, ветра и земли. Их называют еще последний или праздничный. Пробуждение этих элементов природы предвещает период 5-го главного элемента нового светлого дня Навруза, начало возрождения и полного оживления земли. А знаете ли вы, почему до Навруза отмечают именно вторники? Согласно преданию, это нашло отражение и в священных писаниях. Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно во второй день. Потому в тюркской мифологии вторник считался священным днем. Валихан, вы сегодня очень красиво выглядите. Спасибо. Вы оделись сегодня азербайджанской национальной одежды, келагая, которую здесь можно встретить очень редко, к сожалению, хотелось бы каждый день видеть. Ну, видно, мы действительно современно стали и предпочитаем более современные вещи. Вот келагая – это головной убор. Для мужчин это папах называется, да? Это честь мужчины. А келагая – это те женщины, которые с достоинством носят, это наш головной убор. Что вы? Как женщина. Вот вы сегодня очень действительно. Расскажите, пожалуйста, сегодня, почему вы так красиво нарядились? Мне очень нравится. Я и знала, вы приедете, надо показать везде, что мы одеваемся. Мы еще не забыли свои традиции, свои обычаи, свою одежду национальную. Нравится очень. Конечно, можно всем одеваться женщинам. Только нравится, поэтому? Нет, это же моя родная. Я же родилась в Азербайджане. Я там Откуда? Агдашского района. С какого года здесь живете? Я 84-го года, в январе приехала. У вас семья, дети? У меня семья, как сказать, у меня свекровка и муж умерли, но детей нету.
Ну, я живу одна, ну, девчата меня наполняют всегда, я себя ни одной не считаю. Они никогда не оставляют одной. Мы всегда вместе. И в горе, и в радости всегда. Да. Вот как сегодня мы смотрели, вы действительно забыли свои национальные, традиционные кухни, которые пользуются в Азербайджане. Да? Где бы мы ни жили, мы всегда на столе свои национальные блюда. Вы сегодня что-нибудь готовили здесь? Что вы готовили? Долма. Дома. Да. А вообще по праздникам что вы готовите основного здесь? Здесь мы Только азербайджанская национальная кухня? и долма готовим, и плов можно иногда и в киргизский, ну, как узбеки Например? говорят, да, готовим. Так бешбармак бывает, шорпа бывает, делаем, да. Мы не забываем киргизского национального кухню, тоже пользуемся, и свою никогда. Вот вы приехали первый раз из Азербайджана сюда в каком году, сказали? В 84-м. Вот что для вас было интересно? То, что нет в Азербайджане. Мне самое интересное было манта. Думала, как это мясо ложат в тесто, ее кушают. А лагман? Лагман, ну, Вам не показалось его, как кушать? более-менее, ну, так, как сказать, пельмень уже как душпара считается, но не так же это. Это мне как знакомо было, но мне, правда, очень дико было манту. Как можно мясо положить в тесте в кушать? Так как научилась, теперь за уши не оттянешь. Я росла, но мне 23 года была туда приехала, мне молодость здесь прошла. У вас есть друзья среди других национальностей? Конечно, Назовите. мне русские, киргизские девчонки есть знакомые, да, узбечки есть. Научились на кыргызском говорить? Иногда говорю несколько, ну, есть слова, которые Говорите или понимаете? я не понимаю, я и говорю. И с праздником женщин поздравляю всех праздником 8 марта, а 21-й Нурус праздник всех азербайджанцев и кыргызстанцев всех поздравляю, желаю здоровья, желаю спокойствия, желаю счастья, желаю, чтобы все было хорошо, все было мирно, все было спокойно. Самое главное, что болезнь ушла, болезни не было, что войны не было, не воевали, дружно жили. Это желаю.
Я Садыхова Хумар, живу в село Первомайское Сокуловского района, родом с Азербайджана. Я от имени наших односельчан, приближается праздник 8 марта, поздравляю всех женщин всего мира, чтобы эти женщины были счастливы, чтобы эти женщины не плакали, слезы радости только видели, чтобы не было войны, чтобы было небо голубое над нами. И всем женщинам желаю быть всегда в семье с детьми своими, со своими семьями, здоровья им желаю в такой хороший день. И мне очень нравится эта страна, в которую я попала по судьбе, и благодарна тем, кто здесь меня принял. Спасибо всем, поклон нашим старикам, которых уже, к сожалению, нету в живых. Счастья всем. Люблю вас всех. Всех-всех. Вот и съемочная группа нашей программы «Мост дружбы» приняла участие в ритуале от Чершенбеси. В этот день, по поверьям, обновляется огонь от Чершенбеси, оповещает о том, что до весны и Нового года остается уже совсем немного времени. Вместе с тем тепло и огонь небесный, превратив снега в воду и далее осушив ее, обнажают землю, источник богатства и плодородия. В от Чершенбеси принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Причем костер должен зажечь мальчик, тогда огонь считается чистым. По народному поверью, огонь очищает от скверны, облагораживает, заклинает темные силы и все худшее, что было в старом году. Все плохое сгорает в пламени этого костра. Болезни, страдания, природные бедствия, грехи пожираются огнем, и человек заново рождается. Нужно перепрыгивать через костер 3, а лучше 7 раз и произносить при этом «пусть мои невзгоды сгорят в этом огне». Костер никогда не гасят водой, он должен погаснуть сам. Пепел собирается и выносится подальше от дома. Так несчастья и беды всех членов семьи, перепрыгнувших через костер, будут удалены вместе с пеплом. Для наших предков огонь был больше, чем просто природное явление. Наверное, поэтому в тюркских языках слово «очаг» – колыбель огня, означает также родной дом и край. Ах ты, Джанна моя, как же люблю я тебя. Ах ты, Джанна моя, как же люблю я тебя. Девчонку я повстречал, будешь моей, сказал. Девчонку я повстречал, будешь моей, сказал. Своей любовью назвал, сердце свое я дал. Своей любовью назвал, сердце свое я дал. Ах ты, Джанна моя.
чапкан жалын жаш өтүп кетсе да болбас эр жигитке шаймашай эрги пийле карындаш эрги пийле шуңкаргана таккандай учуп бара жаткандай талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай кандай адам тим турат албай жүрөк толкунат жалпы тегиз бийлесек жалындасын ынтымак Tilekten kuyup canıp gün ötkün Canın barda öçürgü жалыныңды жүрөктөн Шарапат бул дүйнөдө шаңга кошул сүрдөбөй Кантип чыдап турасың карап четте бийлебей Шуңкаргана каккандай учуп бара жаткандай талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай кандай адам тим турат албай жүрөк толкунат жалпы тегиз бийлесек жалындасын ынтымак Өткенде чагылган, жаралган би жалындан Шат өмүрдө жарык болу шам чырактай жагылган Күлкү менен жашарып, күн балдары аталып Бийлеп кары жашыбыз бир кумарга баталып Баталып, баталып Баталып, баталып Шуңкаргана каккандай, учуп бара жаткандай Талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай Кандай адам ким турат албай жүрөк толкунат жалпы тегиз бийлесек жалындасын ынтымак кандай адам ким турат албай жүрөк толкунат жалпы тегиз бийлесек жалында